Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришел повар, финалист фестиваля «Мусустар» Петр Амосов. Петр, приветствую! Петр, приятно привет. познакомиться, и я смотрю, ты к нашей передаче очень основательно подготовился. Чем ты к нам сегодня пожаловал, что будешь готовить? У нас блюдо сегодня состоит, будет называться каннелони, пшеничные каннелони Так. с риетом и с кремом курага. Хорошо, немножко где-то чуть не понял, но телезрители, скорее всего, каннелони, риет, это что такое вообще? Что за блюдо такое? Начнем с каннелони. Ага. Каннелони – это итальянское блюдо. Так. Макаронное изделие. Это с итальянского переводится как трубочки. Трубочка. Ну вот они, собственно, Да. и лежат, да? Вот они как Все хорошо, собственно, так. лежат. И риет – это Риет. паштет. Да. Ага. Паштет, но более ярко выраженный. Ага. Дальше посмотрим. Крем Хорошо, курага а это к какому здесь- блюду это относится? Ну, я так понял, это не суп, это где-то второе, где-то закуска, что-то такое, да? Это да. Где-то не горячая, холодная закуска. Холодная закуска. Хорошо, сколько времени требуется обычно? И наверняка был опыт, ну, учитывая то, что ты повар, ну, я не сомневаюсь, что ты это готовил не раз и набивал руку, и сколько времени готовится это? Всегда по-разному. Так. Иногда час, иногда день. Да. Да, потому что соотношение. Дело У в меня соотношении. сегодня на дурацкий шутливый Нормально, лад настроен. Да. Ну, у нас 40 минут, нам нужно все успевать, поэтому если так, непонятно, когда она закончится, давай начинать. Да, Раньше сядем, раньше выйдем. именно соотношение в том, что сколько ты будешь делать. Почему ты это сказал? Ну, ладно. Насколько персон ты будешь делать. Ну, давай рассчитывать на нас двоих, но хотя у нас съемочная бригада большая, чем больше, тем лучше. Обычно всегда так. Ну, хорошо, давай начинать. И с чего начать? Ты рассказывай вообще процесс, да, потому что... Процесс начинается с... Тем более, что это Да, немножко непонятно, да. даже для меня. Вымачиваем курагу. Так, ну, значит, для этого требуется курага. я так Для понимаю, этого И потребуется вода. сотейник, да. Сотейник и вода. да? Что со мной сегодня? Ну, ладно. Для этого потребуется курага и вода. Так, ладно. Да, включаем наш... Да, вот, Этот, вот, да. вот так. И вот это на максимальном Да. будет аккуратно. Пусть кипятится. Кипятится. Хорошо. Да. Подготавливаем курагу. Вижу у тебя микрозелень. Ну, вот это курага, да? Заранее подготовились, Ага. чтобы все было как есть. Ага. Получается, как выкипится? Это больше не будет. Все, это максимально? Максимально, но она довольно быстро работает, так резво. Это индукционка. Вымачиваем, ставим. Мгм. Курагу вымачиваем Мгм. где-то 10 минут. Ну, то есть она Вымачивается. должна прокипятиться, да? Да. Ну да, это вымачивание называется. Ну, может быть, что-то за другое взяться, да? Да, пока что после этого мы возьмем за тесто. Тесто покажу, как оно делается. Ага. И у нас уже готово есть. Ага. Ага. Хорошо, ну то есть Дело- показать, и Да. чтобы у нас готовить. И я смотрю, у тебя еще и рыба есть. Да. Начнем. Это рыба, якутская рыба, Ну, я холодного вижу. копчения. Ага. Чир. Чир. Да. Класс. Рыбу я люблю. Ага. Одно из любимых блюд Да, вообще. я тоже. Как бы сказать. Ясно, да. Традиционный вопрос, который я всем своим гостям задаю, это такая небольшая визитка. Да, немножко расскажи, пожалуйста, о себе. И вообще, шутливо мы называем эту рубрику «Как ты дошел вообще до жизни такой?» Да, Что случилось? Что произошло? да, как сказать. Ага. Откуда ты родом? Да, давай начнем с этого. Да, начнем с того, что я родом из Чурапчи. Так, Родился в Чурапчи. рядом. Да. А сам вырос в селе Мандагай. Мандагай. Да. Ага, знаю, бывал. Бывал? Бывал. Отлично. На берегу реки. Да. Да. Береги руки Амга. Много раз и мимо, прямо в Мандагай приезжал, и ниже спускался по реке, и наверх охотился. Ну, если знакомые места. Красивейшие. Вся детство у меня там прошло. То есть это вот закипело и в кипящую воду. Просто Да. она ложится. Хорошо. Ставим на день буквально 10 минут. Да-да-да, ну чтобы пусть стоит. вымачивалось. Хорошо. Да. А ты рассказывай. Ага. Дальше. Смотрю, у тебя это вот тесто, да, слоеное, вот Да. зеленое, это что, пакетом. Это у нас заготовка, Ага. заранее приготовленная. Мгм. Делается, ну, в производстве так и делается все. Катается тесто, чтобы удобно было. Ну, чтобы не прилипало, видимо, друг к другу. прилипало.
делается таким образом. Хорошо. Берем, отрезаем кусочек Каннелони. каннелони. Так. Даже я выучил это слово уже. И, скорее всего, уже в этой жизни не забуду. Отлично. Вот. И... Начинаем катать. Попробуйте. Нет, я не хочу. Хорошо. Вдруг что-то пойдет не так. Давай, как говорится, давай лучше ты. Давайте-ка. А ты вот катай и рассказывай, да, Мандагай и дальше. Я там вырос, закончил школу. Мгм. После этого пошел служить в армии. Ага. Служил. После этого вернулся. Понятно. Начал, устроился учиться ЖД. Еще раз где? Железные дороги. Железные дороги. Да, ЖД. Ну, то есть, как бы, сначала было далеко до того, что ты чем занимаешься. Хорошо. Так. И таким образом, не знаю, я учился, закончил с отличием. И Уже собирался стать железнодорожником. да, Мгм. как по каким-то, по случаю судьбы, меня не взяли на работу. В ЖД. Счастливый случай, не взяли на работу. Так. Да, счастливый случай, Так. можно сказать. После этого я пришел, в городе я, в Якутске. Меня позвал друг, Ушницкий Еремей. Ага. Вот. Большое спасибо Да. Ушицкому Еремею. Да. Так. И он позвал, получается, работать барменом. Ага. Но Баристой. как бы работа, которая не требует, скажем так, квалификации, специальное Да. образование и все прочее. Ну, то есть у меня, кстати, с детства мечта поработать барменом, пока не осуществилась еще. Таксистом и Попробуйте. барменом мне еще не работал. Хочу. Понадобится в жизни. Да, не знаю, это как бы идея фикс. Так, начал работать барменом. Ну, то есть уже близко к тому, что ты занимаешься, общепиту, да? Да. Ага. Но у меня началось, у меня там было 2 наставника. Ага. А, Ты да. продолжай. Учили, Мы можем учили, не успеть. Да. получается, Ты да. одно дело разговоры, другое дело, как бы надо делами тоже заниматься. Учили, не получается, то, что я тебя да, это... к всему, что я пришел к общепиту, получается, Ага. они научили меня. Ага, ну то есть начали приобщать тебя, типа, а что только барменом, давай, может быть, еще и как бы овладевать профессией, да? Ну то есть, и либо уже практически уже что-то делать. А что ты делал? Я делал, все, что, как говорится, в знаниях бармена, баристы, научился все делать, кофе, там, Ну, смешивать коктейли, как бы... работать с гостями. Ну это да, очень да, важно. да, ну конечно, да. Для работы в общепите это самое важное, походу. Ну, боюсь, что да. Одно из самых важных, да. Одно из самых Кому важных. понравится грубый бармен? Да. Да. Недружелюбный грубый бармен, да. Меня позвали. Я работал, получается, и для персонала готовил. Ага, За зарплату какую-то, за бонус какой-то. ага. Работал баристой и по какой-то судьбе. То есть начали да. допускать и на кухню? Да, я начал, с детства начал готовить уже, рано начал готовить. Потому что я из большой семьи, Мгм. нас много, и меня уже привязали с маленького. Когда ты был маленький, уже там... Да, уже начал готовить. Ну, большая семья, уже Да. Надо как-то уже себя какими-то показывать. делами тоже заниматься. Да. И таким образом, после этого, после того, что как я начал готовить персоналу, Мгм. меня заметили повара ресторана. Мгм. И на то Типа, время, братан, неплохо да. получается, давай-ка Да, еще на то и- время только она открылась, получается. Ага. И повара только работали, только начали работать, и параллельно я с ними как бы работал, приходил, не в их смену готовил, получается, у него выходной, а у меня рабочий день, и я начал готовить персоналу. Они заметили, в какой-то момент, в течение месяца старались, звали, типа, у тебя получится там, Мгм. начни работать поваром. А я сказал, хорошо, через месяц я становлюсь поваром, заготовщик, Ага. чисто на То заготовках. есть уже что-то умеешь? Ну, то есть... чисто
почистить картошку там. Ну да, ну почистить заготовку. морковку, Ну да. помыть этот, вот этот помыть. Несложные как бы Да. задания какие-то, да? После этого у меня был наставник, Бисовка Александр, Ага. бренд-шеф, получается, ресторана высота 160 Мгм. на тот момент. И он учил меня, как готовить, относиться в общей части с общепитом, Мгм. работа с персоналом, работа с... Ну, то есть всему тому, что, ну, вроде, скажем так, должен иметь повар, да? Да, Хорошо. Ну, то есть, получается, ты из тех людей, которые, ну, специальное образование не получали, а волей судеб стали работать поваром. Получается Да. так. Ну, то есть прямо с цеха. да. Да. И как давно вообще это было? Это было где-то 19-20 годы, получается. Мгм. И с тех пор где ты поработал? А после этого я работал в ресторане «Река озеро Лес». Мгм. Да, в каком цехе? Что ты делал? Я там работал, получается, стоял на раздаче, Мгм. готовил в этом. Готовил, получается, банкеты, Мгм. гриль, гарниры. Мгм. Ну, в салатах я там не стоял, но в основном на раздаче стоял. Делал А получается. ты в этой профессии специальное образование получал? Нет, пока что нет. Пока Но, что да, нет. иду к этому. Ага. Ну, то есть это все-таки необходимость, либо это как? Ну, то есть, Это- ну, получается, что ты работаешь, получаешь зарплату, ты трудоустроен, но при этом у тебя специального образования нету. Просто ты, как бы, волей случаев пришел однажды на кухню, ты всему сам научился и работаешь. Да, но образование все-таки нужно. Да. Как? Ну, у меня есть свое образование, получается, но не Но специального поварского для образования отношения, нету. да, нету. Да. И из-за этого, получается, понадобится, все равно, я думаю, надо, чтобы отношение было полноценное М. для вот для всего вот этого, как бы, для всего Ну, я общепита. думаю, что да. Вроде как бы, ну, бывают люди, которые, ну, я, допустим, по себе сужу, да, выезжаю часто на природу, часто нахожусь на охоте. Бывают ребята, которые, ну, нигде не учились, но готовят просто, реально закачаешься. Они нигде не учились, но при этом хорошо готовят. Но для того, чтобы быть поваром, скорее всего, ну, нужно знать все эти технологические циклы, там, какие-то специальные карты у вас делаются, да, в ресторанах. Ну, все равно уровень знаний нужен всегда повышать, Мгм. квалификацию надо повышать всегда. Да, и что ты планируешь чтобы улучшать предпринять себя. в этом направлении? Я пока что буду работать, Мгм. зарабатывать и хочу учиться, М. не знаю, где-то в другой стране, как бы. В другую страну даже Да, уехать? хочу, посетить страны, Ага. учиться там пока что, чтобы опыт какой-то был. Мгм. Знания другой страны, Мгм. стандарты другие, Мгм. кухни, ну, отношение к продуктам других стран хочу узнать. Так, следующий этап. Что? Получается, мы вот замочили курагу. Да, ну на минут 10 прошло, Раскатали- даже больше. Раскатали Да, тесто. раскатали вот это тесто. Ага. Это специальные какие-то формы, да? Да, тесто мы раскатали вот таким образом. Ага. Для каннелони Ага. мы его выпекаем. Ага. в Ну, у тебя течение уже, я 10. так понял, Да, уже да. готово. Это ты просто Течение, показал да, для показал. телезрителей, что вот как оно делается. Как она делается? Она Ага. выпекается при градусе 180 Мгм. 6-10 минут. Да, ну вот ты И выпек уже. получается вот такие Вот такие трубочки штучки, вот такие штучки. Да, каннелони. И чем-то, получается, ты будешь фаршировать их. Да. Ну, туда, ну, грубо говоря, что-то пихать туда. Ой, так, ладно. Разогреваем сковородку. Сковородку, вот так, да. Это максимально это, будь аккуратен, она очень быстро нагревается. Потом мы берем весы, ставим
Молодцы, вот это. Обнулятор. Обнулятор и... Готовим. Получается, обжариваем этот Семечки. Нет. Кедровые орешки. кедровые орехи, чтобы вкус был ярко выраженным. Ага. Начинаем жарить его. И небольшом, Без масла, без ничего, просто без вот так. ничего, без Вау. ничего, Но чтобы они сами по себе жирные, поэтому, да? да, не прилипают. Это чисто орехи, таким образом. Пусть пожарится, не спеши. Хорошо. Берем, получается, Творог? Сыр? творожный Творог. сыр. Творожный сыр. Так. Да. Берем 100 грамм. Ну, примерно. Так, это 60. Это 80. 80. И еще столько же. Нет. Хорошо. Так. Угу. 100 Нет, не 100. творожного, 100 творожного сыра, я 100, имею в виду. да, 100 творожного сыра, 50 грамм сливок. Хорош. Так. Потом как бы, текстуру будем смотреть и добавлять еще Если, сливки. если что. Да, если что. Я думаю, побольше понадобится. Вымачиваем. Думаю, вымочились уже. Уже хорош, да? Да. Сейчас задача их выловить. Для этого у нас есть было бы А, туда же? туда же. Все сюда Так. же. Берем. Все откладываем. Здесь ровно 100 грамм кураги. А, ну ты до этого взвешивал их. Ага, дальше обжаренные орехи. Чуть-чуть побольше. Ну, орехи уже запахли, я чувствую, да, прям. Запах идет прям. Запах идет, да. Дальше. Какие вопросы будут? А, дальше какие вопросы? Ну, да, раз уж ты участник, и, конечно, да, вопрос про фестиваль. Как ты о нем узнал и как ты туда попал вообще? И что это такое? Что за фестиваль вообще такой? Где я работаю, меня позвал мой шеф. Ну, сказал, вот такое участие есть. Можете участвовать. Сказал поварам. Герман зовут. То есть, шеф-повар ресторана «Республика». Он позвал. Ему отправили, я не знаю как. Ну, какие-то задания, может быть, Да. по ресторанам рассылали. Да, сказали, специально что рассылку. надо снять видео, чтобы вы будете готовить. Мы, ну, сами сделали с командой. То есть придумали, формат что- такой, это, ну, на видео снять, что ты умеешь, да? Да. А кто может участвовать в конкурсе этом? Ну, повара. Только? Я как понял, повара. Ага. И я знаю, что, кажется, молодые. Да. То есть я туда не пойду. Ну, то есть меня не возьмут. Или как? Повара по ходу, Ну, я, собственно, и не повар, по большому счету. Так, ладно. я думаю, каждый человек повар по-своему. Да? А, Да. Ну да, да. Но учитывая то, что ты образования нету, у меня тоже образования нету, но я умею готовить, ну, например, да. Что-то умею. То есть теоретически я мог тоже, но вроде там возрастной ценз какой-то есть. Да, ну все равно аттестацию проходишь, Мгм. что-то где-то работал все равно. Мгм. И будешь, ну, как бы сказать, после этого сняли видео, отправили. А что Нас нам надо приняли. было, что там надо было снять? Блюдо. А, блюдо? Блюдо Ну, то есть, современное. которое ты приготовил? Да, современное блюдо. Ага. Я приготовил, получается, чир, маринованный чир методом сувида, глазированная свекла с облаком свекольного сока и соусом, цитрусовым соусом в виде сферы. Что-то как-то все сложно, да. Ну Да. ладно. Ага. Хорошо. Ну, орехи у нас уже готовы. Орехи уже такие, да, темненькие, некоторые потемнели. Да, вот, прям такими должен быть. Да, да, да. Класс. Мне С прям этого, да. хочется взять его так съесть, потому что ладно.
Попробуйте. 5 грамм не будет хватать. Да. Ну, для... Ничего для нас, страшного. да, ничего страшного. Я Мы же так и- сами будем кушать. Я так и знал. Горячо. Осторожно, горячо. Все. Все это Дальше. смешивается. И дальше что? Да. Теперь нам понадобится ваша помощь. Моя? Да. Так, и что я должен делать? Получается, будете Вот этой штукой. вот этой штукой. Ну она очень аккуратно, надо ее делать, Да, потому осторожно, осторожно, прям. что она прямо сейчас может, я могу забрызгать все. Скорость убавляем Хорошо, на минимум. на минимум. Да. И постепенно начинаем. Да. Постепенно. Ну, короче, И да, постепенно начинаем влить. и добавлять тоже вот это. сливки, да. Спокойно, не спеша. Это вот курага не хочет. Мощности, видимо, не хватает. Не слишком, да-да-да. Да-да-да. Я вот по весам еще добавляю. Спокойно, образом. Я пока тут. Если вдруг что-то пойдет не так, можешь винить меня. Да, хорошо. Скажешь, что это Степан не справился, Это все виноват Петр Лунтиков. все испортил. А что тут не раз бывало? Да? Шутка. Хорошо, что это не конкурсное блюдо. Ну, там уже посерьезнее отношения были бы. Да. Так. Так, вот так. Ну, что-то у нас Да, у начинает. вас получается. Что-то у нас получается, начинается. Да. Как бы сказать, не поработаешь, не покушаешь. Ну да. Старайтесь получше, давайте. Дальше у нас получается. Как говорится, всегда надо все делать, Опа. стараться делать хорошо. Плохо оно само получится. Да? Так и есть. Ну вот, кашица получается потихоньку. Ну, конечно, было бы удобно Можно- высокое блюдо, да? Можно Высокое. наклонить вот этот, чтобы вся эта, да, была вот так. Да. Чуть-чуть еще добавим. Угу, добавь. Я вот так сделаю. Вот так сделаю. С акцентом. И вот так, да. И вот так сделаю. Чуть-чуть добавим скорости, чтобы Давай, быстрее добавляй. было. Да. А я пока разрежу рыбу на поменьше. Я слежу за вами, если что. Да, еще какие-нибудь вопросы будут? Да, будут. Что-то да. Не Да, торопить, сразу. вопросы будут обязательно. Да, спрашивайте сразу, без этого. Ну все, я, кажется, справился. Смотри, вот однородная масса. Еще надо чуть-чуть. Еще Прям чуть-чуть? Чуть-чуть надо. Хорошо, давай еще чуть-чуть скорости, потому что уже это... И сливок добавишь, да? Да, чуть-чуть сливок добавлю. Чтоб. Но текстура должна быть кремовой. Кремовая Ну, текстура то есть должна быть. чуть-чуть еще жиже, да? Да. Пока что я разрезаю копченый чир на мелкие кусочки. Это чир холодного копчения. А вот сейчас А вот сейчас, да, почти. Еще надо. еще чуть-чуть добавить. Еще чуть-чуть. Ну давай, ты рассказывай, что ты делаешь. Ага, я делаю, получается, риет из чира. Разрезаю Да. мелко чир, копченый чир. Прям мелко.
Ну все, теперь уже точно готово. Да. Да, есть. После этого берем. Да, вот это мы убираем. Как-то вот так. Где у нас? Ложечкой, может быть, остатки убрать отсюда, да? Да. Вот так сделать. И, И в кастрюлю. да, и блендер уже убрать. Да. Заодно попробовать, что у нас после. Как вам? Как? Как говорится, повар должен всегда Кайфушка. пробовать. Кайфушка. Да. Вот таким он должен быть. Таким и должен был быть. Слава богу, не подвели. Ни блендер, ни ведущий. Так, я, конечно, немножко забыл, это хорошо, что мы в фартуках, но ничего. Да. А так, ты тем временем нарезал очень мелко Ага. чир копченый. Холодного копчения. Ага. Да, дальше у нас получается мы это все, это же не кремовое состояние, но чтобы было более гладким, мы его процеживаем. Даже. Хорошо. Берем и помогите Так. сюда влить. С А вот этой так, да? стороны, да? Ну, видимо, как-то вот так. Ну, чтобы мы постараемся на камеру показать. Хорошо. Получается, берем через сито, вот так, такими движениями, вливаем все. Чтобы лишняя жидкость ушла, да, или Да, что? ну, чтобы этого не было, пленок там, пленки от кураги, чтобы оставалось. Ну, чтобы вообще так Да. очень-очень однородная, Чтоб такая пряная масса прям, получилась, да? Нежная, пряная. Нежная. Все. Берем, таким образом делаем. Можете делать дома, попробовать. Ну да, Вы ну, уже- то есть, грубо говоря, короче, через вот такое мелкое сито выдавливается прям туда. Да. Ну вот, Сделали. все, вижу. Давайте еще. Давайте еще. Ну, такой довольно трудоемкий процесс. Ну, Да, мы- долго да. нам придется этим заниматься, но ничего страшного. Это так-то просто. Если Ну да, взять, не, я имею в виду просто трудоемкий, да. да, взять по критериям ресторанам, это более типа безопасное, типа не слишком готовится долго. Мгм. Как заготовки быстро отдаются. Ну, это же все мы делаем как заготовки, Мгм. полуфабрикат. Следующий этап получается Петя, у нас что мы делаем? Творожный сыр опять же творожный берем? сыр. У Ага, нас по граммовке 200 грамм. так. Ага. Добавляем сюда Рыбу мелко на- нарезанный нашу копченый ры- чир. нашу да, рыбу. Нашу рыбу. Ага. Все заложили. И, ну, видимо, мешать надо. Да. Добавляем чуть-чуть сливок. Сливки. Куда Сливки, положили? вот они. Да. Добавляем 80 грамм. Все, Оп. все. Да, ну 85, ничего страшного. Да, ничего страшного. Ага, это все перемешиваем хорошенько, чтобы была такая текстура, чтобы И это будет вот в канелоне, да, да, это закладываться? называется риетом, потому что в отличие от паштета, у него более крупная текстура этого мяса, М. филе. А в паштете она прям тоже должна быть как кремовая. Но это из мяса получается. А здесь риет из копченого чира. И мы его не солим. Потому Ну, что потому рыба что сама, да, рыба сама да. соленая, сыр тоже как бы так, и он же готовый к И употреблению. добавляем перец. черный перец. Не забываем про черный перец. Ну, поперчить. Да. Не солим, сказали же, да? Да, не солим. Петь, ты же сказал, что да, решил уже всю свою судьбу, дальнейшую жизнь связать с готовкой, приготовлением пищи, и упомянул, что хочешь куда-то чуть ли не за границу, в другую страну поехать. Да, ну, вот куда, типа куда, по- куда планируешь? по- Или где-то уже есть наметки, какие-то планы? Что есть вообще, ну, скажем так, что ты для себя, Попробовать. что ты для себя выбрал, да? Какая страна, допустим? Ну, не секрет, что это, наверное, там, не знаю, Италия, Франция, да? Или что? Да, попробовать бы как бы побольше всех стран. Посмотреть бы. Посмотреть, что Ну, там. как вообще что делают, да? Да. Ну, что тебе, например, ну, ближе по духу, по вкусу?
Какая кухня тебе больше импонирует, скажем так? А, Франция. Франция? А почему? У них отношение к продуктам, к, не знаю, как готовка. У них очень серьезное. Отношение, уважение к блюдам. Ну, вообще, Любви. классическая кухня, вообще кулинария, ну вот Франция считается номер один, да, по-моему. До сих пор. Это так? Ну, классика. Классика, да, классическая, да, кухня, да. А тебе самому вообще какая кухня ближе? Есть же, ну, например, ну, французская, итальянская кухня, китайская кухня. Да. Что тебе ближе? Паназия интересно тоже. Но мне самому интересно пока что Франция. Франция. Ну, то есть классика. Да. А что ты любишь сам кушать? Мне нравится утка. Утка? Утка, да. Дикая? Домашняя. Та, Не, которую не, сам домашняя. добыл? Ну, это тоже как дичь. Как дичь тоже нравится. Ну, то есть и охотишься? Да. Да. А, И получается... в Мандагае много уток, я знаю. Особенно Да. осенью. У меня на реке. родители тоже занимаются этим, что заводит уток. А. Гусей, уток. А. И есть домашняя утка. И Да-да-да-да. получается и дикая тоже, как дичь. Ага. Утка нравится. Да. А как ты ее готовишь? Суп или? Всегда по-разному. А, Запекаю, как на салаты. а, утиная грудка, да? Да. Ну, это тема, конечно. Отношение к утке, А, ты же, ну, наверняка очень много готовишь на работе. А дома готовишь? да. Дома, да. Да? По праздникам стараюсь готовить. Не надоедает? Одно по одному? Или обычно же Ну, говорят, пока нет. есть расхожая фраза «сапожник без сапог». Типа там, не, я на работе доготовился, давай-ка дома нет. Или как? Все равно готовишь? Ну, не знаю, может в будущем что-то будет происходить, но пока что мне нравится этим заниматься. А, готовка. Да. Прям даже. А каждый почему день. ты, вот хорошо, такой вопрос. Человек же каждый день кушает. Ну да, все время надо кушать, да. Некоторые не любят готовить, но умеют. Да. Да, а почему, что тебе нравится, например, в готовке? Мне нравится Сам процесс, результат. все и сразу. Как сказать, в ферме картошки, например, как она вырастает, Ага. как относятся этим фермеры. Ну, к своему труду, да. Да. Как То есть вырастает за эта свой картошка, результат. получается. Ага. Не только картошка, к отношению к картошке, получается, картошка, как она делалась, после этого как чистилась, как приготовили. То есть вообще как весь кушать. цикл, короче. Весь От цикл. начала до того, Да. как вот вырастили, начали растить, до того, как пришло на стол. Ага. Так, Всегда- рассказывай, что ты делаешь? Вот это- Получается, берем каннелони Ага. и закрываем с этой стороны. С одной риетом. стороны риетом. Да. То есть это вот творожный сыр нашим чиром. Да. Получается, Это такое некое слоеное получается, да? Ага. А, получается, с этой стороны закрыли, так. а внутри мы добавляем огурцы. Огурцы. Мелкие Не соленые, кубики, просто да. огурцы. Просто свежие. свежие огурцы мы добавляем внутрь. Чтоб Да. Ну, была можно. какая-то клетчатка, чтобы вкус был. Добавляем, закрываем этим же Так. с этой стороны Ага. каннелони. И получается мы Это уже готовое закрыли, блюдо. да, закрыли с этой стороны и с этой стороны риетом из чира. Риетом. Хорошо. Да. Да. Сейчас начнем сервировать. Это Ага. быстро будет. Быстро. Хорошо. Кем ты себя видишь, ну, условно, через 5, через 10 лет? Ну, учитывая, что ты молодой, все у тебя впереди. Не буду гадать, но Какие-то уже там долгосрочные планы, краткосрочные Пока планы? нету. Ты не строишь никаких? да. Ну, то есть, ну, определенно то, что ты собираешься всю жизнь связать с гастрономией, ну, то есть Да. готовкой. Так? Да. У меня она с детства есть. М. Я думаю, да. Ну, шефом какого-то ресторана, или свой ресторан, или уехать, там, не знаю. какие-то Был бы планы. свой ресторан, да, было бы отлично. Но пока что я буду учиться, Ну да. как бы сказать, ну как у всех. Шеф-поваров много. М.
Классных шефов здесь, я думаю, мало, но Но они есть. есть. Но они есть. И ресторанов у нас много. Да. Такие каждый раз новые и новые открываются каждый раз. Так? Да, начинаем. Вот, все у нас приготовленное. Да. Сервируем. Каннелони Да. С риетом с риетом уже они заправлены. Я не знаю, хотел слово пихнуть, Да. но хорошо, это для меня. понадобится нам посуда для Какая? подачи, Вот это? для сервировки, да. Держи. Еще Давай в одну, потому что уже как. получается, берем крем, Да, тот крем, который сделал. закладываем Ва. Цветок. цветок, да. Все. Далее берем, ложим таким образом. Ага. Берем лимон. С Может, этой- другой с нож этой- взять. Ну, и хочешь этим. Ну, вот. У меня лимон уже заранее подготовленный. Вот и берем с этой стороны, ложим. М. Ну, немаловажно, конечно, да, это подача, Это да? обязательно, да. Да, все. Сервировка это Обязательно должно очень- быть красиво. Да, важная часть. Важная часть. И микрозелень. Микрозелень. Редиска. Редиска. Да, микрозелень из редиски. Редиска. Ложим. Нехороший Все человек. готово. Чтобы была Всё? какая-то горкость, да? Ага. Все готово. Наше блюдо. Готово. Да, Да. давай куда-то вот так подставим, чтобы ребята крупно сняли глаз. Класс, класс, класс. Каннелони Каннелони из чира. Ну, риетом. с риетом. и с огурцом. Из чира. И... Да, как надо кушать его? Просто в руки взять и откусить, да? Нет. Надо ложкой разбить каннелони. Дыщ. Да. Передаю привет всем, кто меня знает. Передаю привет моим родным, моим коллегам. И хочу сказать, что это было просто и вкусно. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях финалист конкурса «Мусу Стар» Петр Амосов. Петр, спасибо большое, что принял наше приглашение. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.